это трансляцию в Это я Ютубе на YouTube. делаю. Ну, потому что у нас только 100 человек, и пусть пока смотрят, не все смогут подключиться. Ну, главное, молодец. Аж из двух. Это я записала. Так, это всё пока. Все, можешь тут включать, вещать, все такое. Все, сколько человек? 59. Пока что. 5 минут ждем или что? Ну, Блин, уже 4 часа. Так, добрый день, коллеги. Ну, давайте минутки 2 подождем. Коллеги подключатся, да, и начнем. скажи, трансляция Хорошо. есть? Трансляция в Ютубе есть, соответственно, с сохранением, да, и потом можете, конечно, тоже пересмотреть. Коллеги про это тоже напишут в нашем с вами WhatsApp-чате, да. Сегодня будут подключены, ну давайте еще подождем, потом представьте. Включи камеру, я сейчас в группу. Это что? Это наш YouTube, да? Untuk yang buat kabel tangan untuk kita kita saja. Видите, взять ссылку на эту трансляцию. В принципе, начнем, да? Ага. Ну, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Ага, давайте с вами начнем. Прошло уже 2 минуты, да, как мы с вами договаривались на 4 часа. Позвольте мне представиться, да, может быть, некоторые не знают. Сметанина Татьяна Александровна, заместитель Института новых технологий, да. Сегодня с вами у нас на повестке дня обсуждение именно технических вопросов по переходу сайтов на saha.gov.ru. Сегодня у нас подключен коллега с ГБУ РЦИ, в свою очередь Винокуров Василий Дмитриевич, да. Он поможет также нам с вами обсудить те вопросы, которые у нас сейчас возникают, технические именно вопросы по переходу. Также к нам подключился сегодня Дебелов Станислав Анатольевич. Очень пользуясь моментом, тоже Станислава Анатольевича хочу поблагодарить, что несмотря на то, что является уже сотрудником другой организации, но ведет наш с вами проект по переходу сайтов на saha.gov. Коллеги, давайте я быстренько отвечу на те вопросы, которые вы отправляли в чат, да, это по поставки оборудования, да, коллеги, не раз мы говорили, и знают начальники тоже управления образования, в принципе, в курсе, да, о том, что оборудование в рамках ЦОС мы с вами получим после 30 ноября, это по основному, это 28 ноутбуков и 1 МФУ, да, но МФУ вы уже получили, и у нас в рамках экономии по итогам закупок тоже были объявлена закупка на поставку оборудования, то есть каждая образовательная организация получит дополнительно по 5 ноутбуков. Поставку их нам поставщики обязуются до конца этой недели, то есть со следующей недели ноутбуки в рамках экономии, да, от первой закупки вы начнете получать на следующей неделе. Про это мы вас обязательно в группе оповестим. Будет приказ, который тоже мы вам направим в нашу с вами группу. Хорошо, так, теперь давайте мы проведем так. Какие у вас есть вопросы технические, вы можете, конечно, писать в чате.
для того, чтобы коллеги Станислав Анатольевич и Василий Дмитриевич видели, какие есть именно проблемные моменты, для того, чтобы они вам помогли, да. Но на самом-то деле сейчас, я так понимаю, есть некоторые вопросы по логинам и паролям, я так понимаю, да? Есть у каких-либо школ вроде бы правильно они вводят логин и пароль, но почему-то на администраторскую часть оно дальше не идет. Такие моменты тоже есть. Станислав Анатольевич. Лицензия оформлена. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Ага. Без них никак. Без них У документ. нас по каким без них моментам больше поступают программа федеральная сейчас, она вопросы? автоматизирована. Без них она... Так, ну, вопросы разные бывают, да, вот, как вы сказали, по логину и паролю, что они могут войти в основном. Ну и плюс технические вопросы именно по заполнению. Ага. Вот если не заходит по логину и паролю, что нужно сделать коллегам? Так, ну, во-первых, Вы же даете там сначала... нужно проверить, может быть, они код неправильно вводят, либо вот то, что вам отправляли логин и пароль, лучше не самим вбить, а оттуда скопировать и вставить, во-первых. Если уже совсем не подходит, то уже обратиться в техническую поддержку РЦИТа. Телефон 398 300. Но без этого заключения никак. Так, и Татьяна Александровна, 398 300. Так, еще вот Татьяна Александровна, вот как раз есть один такой вопрос, да, некоторые учреждения, у них уже заключен договор на годовое обслуживание на следующий год. И вот что им делать? Ну, мы предлагаем, допустим, в этом году, конечно, мы понимаем, что уже потрачены средства, да, финансовые средства, конечно, этот календарный год все равно придется с этим сайтом, все равно, чтобы он функционировал, но, конечно, в идеале мы бы хотели бы, что согласно приказу Министерства образования до 15 ноября сайты на Сахагов все-таки они были наполнены. Да? Конечно, вы можете новостную ленту пока не делать на сайтах Сахагов, да, но новостную ленту можете на своем сайте, а потом с 1 января, ну, грубо говоря, да, с нового календарного года вы бы уже работали бы на Сахагов. И там еще есть вот вопрос в чате, да, коллеги уточняются, не могут разобраться с файловым менеджером. Куда нужно войти? Станислав Анатольевич вот тут пишет. Так, ну вот такие технические вопросы, наверное, лучше телефон свой напишите, я вам после ВКС перезвоню, объясню пошагово где. Вот дальше пишут, ага. Раздел ссылок баннеры сверху главной страницы будет возможность добавлять или только через техподдержку. Ну, тут, наверное, Василий Дмитриевич, да, ответит. Василий Дмитриевич. Здравствуйте. Угу. Через техподдержку. То есть только через техподдержку, да, возможно, баннеры. А это невозможно будет как-то потом в дальнейшем автоматизировать, чтобы школы сами добавляли? Такое возможно будет? Сложно сказать. Сложно так сказать, да? Хотелось бы, чтобы сами все могли делать. Чтобы каждый раз нас не дергали к таким вопросам. Ну, только сейчас, только через техподдержку они самостоятельно не могут. Правильно понимаю я, да? Да. Угу. А вот была информация, я помню, когда мы еще был разговор о старте данного проекта по переходу сайтов на Сахагов, да, Анатолий Аскалонович как-то дал нам информацию о том, что будет в конце, скорее всего, этого текущего года модернизации сайта Сахагов. Нам стоит ожидать? Нет.
Нет, Пока такого не помню. Не помните, да? Ладно, все, хорошо. Мгм. Про сроки надо по приказам сказать. Так, по срокам у нас же 15 ноября стоит. У нас есть школы, которые еще не начали наполнение, да? Так, ну, придется нам с вами где-то вот максимум, ладно, до 20 ноября, может быть, наполнить сайты, потому что мы, в свою очередь, уже в Министерстве инноваций должны направить информацию по нашему с вами переходу. И уже второй этап готовить. Да, уже ко второму этапу, к следующему уже мы должны подготовиться. Коллеги, тут еще есть вопрос. Пароль как возможно восстановить? Станислав Анатольевич, подскажите, пожалуйста. Тоже через поддержку. Василий, наверное, вам лучше ответить на этот вопрос. Ну, Василий Дмитриевич, через техподдержку. тоже через техподдержку. То есть через техподдержку нашего института? Нет, Или именно РЦИТ, да? РЦИТ. А, Нет, понятно. РЦИТа. В группе уже писала, куда обращаться, Ага. на e-mail и на телефон. Хорошо. Коллеги, если вы забыли логины и пароли, вы можете восстановить через техподдержку ГБУ РЦИТ. Так, коллеги, еще поступил вопрос, как быть с пиктограммами ЭЦП? Наверное, тоже Василий Дмитриевич. Так, что такое? Мгм. Коллеги, пожалуйста, разъясните этот вопрос. Подключитесь и разъясните. Запись будет, коллеги. Добрый день. Это мой вопрос. Мгм. Герасим Капрынов, Итальянская СОЖ Тюртинского района. Мгм. Вот каждый документ, исходящий в образовательном учреждении, должен быть подписан электронной подписью руководителя. И вот на сайте вот должна стоять пиктограмма, вот, где вот, ну, имя, ну, название документа и рядом пиктограмма должна быть, что этот документ подписан электронной подписью. А без этого прокуратура не будет же все документы открывать и проверять, что подписан документ электронной подписью или нет. Как быть? Я задавал этот вопрос уже раньше. Пока что затрудняюсь ответить. Можете ставить заявку, чтобы вопрос разобрались в ответе. Так, коллеги, Татьяна Александровна вышла на другое совещание. Тут есть вопрос, минимум, что должно быть на сайте до 20 ноября. Вы должны загрузить все основные документы, которые идут по приказу Рособорнадзора. Вы его знаете, да? Про открытые данные в сети интернет. То есть то, что есть у вас на ваших старых сайтах, должно быть. То есть эти нормативные документы, расписание, там вся основная информация, которая в соответствии с приказом Рособорнадзора по открытым данным. Здесь, кстати, вот пишут как раз, что вот вопрос был, как быть с пиктограммами ЦП. Здесь как раз вот Хангаласское управление образования пишет, что это можно сделать через ЕСЭД. ЕСЭД подписан электронной подписью документ взять оттуда. Так, еще какие-то вопросы есть, вы можете задавать, потому что вот два технических специалиста у нас подключились, поэтому мы вот очень много вопросов было в чате, поэтому мы сделали ВКС, чтобы вы свои вопросы сейчас задали. Здравствуйте, можно, да? Да, конечно, говорите. Нигина Кангаласский УЛУС. Угу. Вот на портале Саха.гов нету вкладки одной из наших школ, точнее вот Мельжиксинской СОЖ. И логин и пароль вот этой школе все еще не отправлены. Мы спрашивали, да? Это, недели 2 назад. Сказали, что все еще им учетную запись не сделали. Это, наверное, к Василию Дмитриевичу. Мы заявку Там подавали. не учетную запись сделали, там сайт не сделали. Он при создании сайта, там в списке школ, которые добавлены, не был. А в какие сроки добавится тогда эта школа? Отдельно такого, как сказать,
поручения по добавлению не было такого. Нет, Было так, Нет, мы отправляли заявку, что надо добавить эти школы еще давно. тогда посмотрим сейчас. Посмотрите, И пожалуйста. еще один вот такой вопрос. Мгм. Вместо вот этой Мержавсинской Мгм. была добавлена другая школа, Бедеминская, которая, ну, не ЦОС, Не участвуйте. духовная школа ЦОС. Ну, мы этот вопрос уже напрямую с ЦИКом тогда отработаем. У нас уже стояло это. Пожалуйста, отключите Ничего не слышно, пожалуйста, микрофоны. пошлите. Коллеги, прошу отключить микрофоны. Саргалана Николаевна Никитична. А у меня вопрос, если так возникло, что, ну, как бы, вот с логином, паролем у нас с октября, с самого начала у нас проблемы, я не могу зайти, обращалась, по-моему, я только сегодня отправила заявку, до этого я обращалась Куда кому-то обращаться? еще обращалась, но так и на рассмотре, то все равно до 20 ноября надо будет сделать, да? Как бы у нас по приказу, ну, ввиду того, что еще были выходные, и ввиду того, что я вижу, что активность была только у тех, в последнюю неделю все начали судорожно искать эти логины и пароли, то есть, хотя приказ был еще с сентября, мы вам даем еще неделю. Я понимаю, что это будет очень медленно, постепенно пока, но старайтесь, пожалуйста, ускориться, потому что данный вопрос стоит на личном контроле у Ирины Павловны, исполняющей обязанности министра образования. То есть, если еще вопрос, если кто-то отказывается, по-моему, были даже такие вопросы, пишите на имя министра, что вы отказываетесь переходить по каким-то причинам и в какие сроки вы перейдете. Потому что все равно в соответствии с приказом все должны будут перейти на Сахагов. Все понятно, да? Здравствуйте. Да, слушаю. Еще раз про пароли. Пароль. У Солданского Луги Пчунская школа. Вот, первый раз, когда я заходил, когда раздавали пароли, он заходил. Я просто прикинул, что нужно сделать. А потом у нас конец четверти получилось, в каникулы захотел войти, не вошло. Вот вопрос к техническим специалистам. Может быть, проще вам дать доступ на услугу «Забыл пароль». Там же стоит такая кнопочка. Я через нее заходил, но оказывается, что у меня доступ маленький. Мы же админы. Я думаю, пароли будут пропадать. Если даже вот технический специалист со школы он заменится, то тогда у нас, как правило, теряется пароль. Просто включите эту кнопочку «Забыл пароль» и все. И у вас проблема с паролями все исчезнет. Спасибо. Так, хорошо. Это был вопрос или совет? Вопрос такой, могут они включить? Технические специалисты, может, Да. ответят насчет вот то, что можно Так. сделать кнопочку. Там подвязано на почте учетки, которые при создании было привязаны. Некоторые подавали списки, списки там, кому надо учетки, и там почты могут быть неправильные, и из-за этого, сказать, восстановление может быть не могут сделано некоторых. По идее, это рабочий функционал, должно работать. Например, ваша учетная запись, ваш логин какой? УАР Дюпс. Логин у меня такой, если я по этому логину отправляю ЗБ, включаю кнопку «Забыл пароль», то приходит письмо на мою почту, что пришла ссылка на восстановление пароля. Я туда захожу, хочу восстановить пароль, но система отказывает мне, говорит, что у меня доступа нет. Понятно. Проверим функционал тогда. Так, тут есть еще вопрос. Можно ли менять пункты сайта и добавлять другие? Можете. Сами. То есть,
Но то, что приказом регламентированный, который обязательно вкладки, конечно, его не меняет. А в любом другом количестве можете как хотите добавлять. Мгм. Так, тут еще поступил вопрос, переходят только те, кто ЦОС, которые участвуют в проекте ЦОС. Так, еще раз говорю, что по приказу Министерства образования до 15 ноября должны перейти те школы, которые входят в проект «Цифровая образовательная среда» с 19 по 21 год. То есть те, кто участвует. После этого до апреля вторым этапом пойдут все остальные школы. То есть те подключенные, которые управление образования, имейте в виду, что будет второй этап. Как только подключатся школы ЦОС, мы будем подключать потихоньку все остальные школы. Мы сейчас должны подать заявку на эти школы, да, в РЦИТ, да, Василий Дмитриевич? И на них тоже должны будут сделать сайты. Так, еще какие вопросы? Здравствуйте, можно, да, вопрос задать? Это Нюрбинский район. Значит, как сделать еще другие разделы, например, ГИА, метод материалы и воспитательный раздел, как добавить на сайт? Есть такая инструкция или как? Можно? Инструкцию вам не направляли? А инструкция была, только там основные же, вот как не разделы добавлять, а как разделы туда вложить документы. Так, мы тогда в инструкцию, которая находится на портале ЦОС Якутия РФ, добавим раздел «Как добавлять разделы». Да, я так поняла, да? То есть этот вопрос, как добавлять разделы. Хорошо, это мы отработаем. Ага, и пожелание еще. Говорите, ага. Почта техподдержка, пожалуйста, отвечает на письмо, потому что я отправляла 8 ноября письмо, но ответа не получила. Зато мою проблему решил специалист УНО нашего района. Спасибо. Понятно, да. Пожелание, чтобы РЦИТ своевременно отрабатывал заявки наши. Ну, конечно, специалист один, вас в школу, конечно, много, поэтому все равно специалисты отвечают в любом случае. Так, ну, тут не только школы есть, тут и этот для актуальных сахагов тоже есть. Он как бы больше в приоритете, поэтому ваши заявки так поэтому долго отрабатываются. Так, тут спрашивают, с какого адреса должны были прийти пароли и логины. Пароли и логины должны были прийти с электронной почты rpcos@yandex.ru. То есть всем было отправлено тем ответственным, которые вы указали. Мы еще в июне собирали ответственных по наполнению сайтов в Google форме, и там вы указывали свои электронные почты. На эти почты мы отправили логин и пароль. Если вы его не получили, обращайтесь ко мне, либо в группу ЦОС 2021, ну, какой вы, в каком году, ну, какой группе под ЦОС есть. Мы там напишем вам пароль. Так, следующий вопрос. Вместо Мельжихсинской была добавлена Бедеминская. Не является опорной школой, да? Олег Петров, вот ваш вопрос. Она все равно должна... Да, она не является. Не является. Ее добавили, да? Бедеминскую. Да, вот вместо Мельжихсинской. Так, ладно, хорошо, это мы тоже отработаем. Мельжихсинская. Нет, я про нее помню, а потому что они много раз обращались. Я отправляла заявку. Хорошо, вместо... Так, по поводу восстановления пароля сообщу. Так. Это кому? Так, всем. Вот, когда вы нажимаете восстановление пароля, вам на почту приходит ссылка на восстановление, да? И вы там создаете себе новый пароль. И когда вы создаете новый пароль, то надо открыть сайт новой вкладкой и по новой так заходить, а не по той форме, которая переходит после изменения пароля. Там такая ошибка есть. Так, следующий, да? Вы ответили на вопрос же, да?
Так, тут стоит, что вопрос стоит проверка сайта, на днях будет проверка сайта Обернадзором. То есть у вас по графику стоит проверка Обернадзора, да? Это же не все школы проверяют, а точечно какие-то школы по плану графику. Я правильно поняла? Иван Георгиевич. И тут написано, что фактически мы не успеем до указанного срока. Нет. Можем ли потом перенести сайт после проверки? Когда у вас ожидается проверка? Ага, все вышли из каникул. Иван Георгиевич. Ну вот, 9-е, Так, вчера, последний день. Смотрите, насчет вот таких вот точечных случаев вы обращайтесь ко мне. Ну, меня зовут Виктория Радиковна, кто не знает, да? Начальник учебного отдела института. Сейчас я курирую вопрос вот перехода административно, не технически. Технически у нас пока Станислав Анатольевич временно и вот куратор РЦИД. Эти вопросы... Можно я тоже отвечу Виктории Радиковне? Давайте. Ага, вот по поводу проверок сайта. Если у вас скоро вот назначается и вы еще не успели перейти, покажите пока свой старый сайт. Ничего страшного. Главное, чтобы он был заполненный. И скажите, что переход идет пока еще не заполнен полностью. Все. Здравствуйте, можно задать вопрос? Вот когда мы заполняли вот новый сайт, да, мы скачивали документы с нашего действующего сайта и заполняли этими документами. Это правильно или нет? Станислав Анатольевич. А у вас так, то есть вы просто скопировали ссылки со своего старого сайта, да? На эти документы? Нет, мы не скопировали, мы оттуда скачивали и туда вложили. Ну все правильно, да, так и надо. Хорошо, спасибо. Угу. Тут, когда вот на эти файлы нажимаем, она должна ссылаться на старый сайт или как? Нет, вы же загружаете их, получается, на новую платформу, и он должен грузиться оттуда напрямую. Хорошо. Тут еще вопрос, почему с вкладки «Платные образовательные услуги» идет переход на финансово-хозяйственную деятельность? Это же разные разделы. То есть это, наверное, да, точно так было. Вчера я заполняла, точно так же выводила. Там какая-то техническая, да, проблема? Василий Дмитриевич. Так, конкретнее. Тут написано, что когда в вкладке «Платные образовательные услуги» идет переход на вкладку «Финансово-хозяйственная деятельность». Не у всех, например. То есть это у некоторых школ, что ли, так? Да, добрый день, это у районной гимназии Эврика. Там получается, нажимая на вкладку «Платные образовательные услуги», мы переходим на финансово-хозяйственную деятельность. Какой? Алёшинский. У меня тоже так было. Добрый вечер. В первой школе города Болгар то же самое. Порядок оказания платных услуг. Когда нажимаем на это, чтобы загрузить материал, да, то сразу выводит финансово-хозяйственную деятельность. Все, вижу. Смотрим. Так, коллеги, смотрите, у нас время уже заканчивается, еще 10 минут осталось. Дело в том, что давайте так сделаем. Вы напишите нам, то есть мне, либо в группу, либо лично, в группе WhatsApp, какие у вас проблемы, либо мне в WhatsApp. И я потом передам это техническому специалисту. Потому что так, если мы сейчас будем каждый, у нас это очень долго времени пройдет. Так, Сокырырская школа не получила пароль и логин. Я вам его вышлю. Вы есть в группе?
Вы напишите те, кто хотят попасть в группу СОС, кто еще не попал, да, кого еще нету. Пишите свои номера телефонов, я вас добавлю. Так, давайте я здесь напишу. Я прошу вам только не звоните мне, а пишите по WhatsApp, хорошо? Я не всегда могу отвечать. То есть очень удобно будет, если вы мне будете в WhatsApp писать, хорошо? А потом, скорее всего, сделаем так, Василий Дмитриевич, давайте я сделаю коллективную заявку и вам ее направлю, потому что, ну, чтобы было более быстро. Так получится? Да. Попробую так сделать, хорошо? Так, еще какие вопросы есть, кроме технических? Можно один технический вопрос задать? Говорите. Добрый вечер. Мы получаем много разных инструкций, разных приказов, и одним из них является инструкция по размещению ежедневного меню горячего питания. Я вам, Виктория Райковна, тогда в WhatsApp отправлю вот эту инструкцию. Я вот сейчас только что проверил, получается ли на сайте Сахагов, как прописано разместить меню, получается ли разместить меню на Сахагов, как прописано в инструкции, и оказалось, что нет. Я вам тогда отправлю, вы потом... Да, скорее всего, давайте так, потому что мы уже не успеем все технические вопросы обсудить, и вы тогда отправляете мне эти вопросы, а я буду уже технически отправлять в РЦИП или нашему техническому специалисту. Хорошо? Да, это очень важный вопрос, потому что у нас... Про питание? Да. Министерство образования Российской Федерации требует еженедельное меню. На сайте? Да. Ага, хорошо. Ну, напишите этот вопрос, и я его отправлю. Можно ли это сделать технически или нет? Так, коллеги, еще, может, какие-то организационные вопросы, потому что технически мы, скорее всего, не успеем. У нас 40 минут только. Насчет продлевания. Вот я вижу, что многие думают, что хотя бы до декабря, да, чтобы в ноябре успеть все это сделать, тем более очень много технических вопросов. Мы обговорим это хорошо и потом вам напишем, можно ли это будет делать или нет. Потому что если мы будем каждый раз вот так откладывать, мы так никогда, товарищи, не перейдем. Давайте думать так, чтобы бодро переходить. Хорошо? Так, ну, мы завершаем, да? Или еще какие-то вопросы есть? Я все ваши номера записала. Если что, запись для тех, кто не видел, будет в Ютубе. Хорошо? Можно еще по платформе обратной связи, которая расположена на сайте Сахагов. Она идет как не убран мусор, ямы на дороге, не горит фонарь. Можно ли ее поближе к образованию, потому что есть же другие платформы. Все, что связано с вопросами образования, связано. Это вы можете всем заменить, да? Да, так у нас и появляется, можно заменить. Наверное. Тут один виджет на всех, по идее. Шаблон этот. Но он, как сказать, адрес на каждый сам может заменить? Нет. Так, оставьте тогда. То есть мне тогда надо будет добавить заявку, чтобы заменили вот этот виджет, да? В форме обратной связи. Да, и у нас у одной школы вообще не размещен никакой виджет. Вообще нету. Какая школа? Мирнинский район, политехнический лицей. Потому что ранее не был заведен ОКО, когда размещались с скопом, что его в списке не было. Ну, мы его добавим позже. Спасибо. Все понятно. Хорошо. Ясно. Так, коллеги, все, да? Наверное, скорее всего, остальные вопросы мы в рабочем порядке постараемся. Если будет какая-то потребность опять в таком
в ВКСе, мы его организуем. То есть пишите в группу, хорошо? А те номера, которые есть, я добавлю в группу. Угу. Так, ну все тогда, да? Спасибо, до свидания. Ага, до свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего До доброго. свидания. До свидания, спасибо. Recordings. Можно разговаривать? Сколько шоколадка?